Завтра в Дакке, столице Бангладеш, открывается 17-й международный кинофестиваль. На нем будет представлено 220 кинолент из 72 стран. Драма казанского режиссера Юлии Захаровой «Халима» вошла в шорт-лист фестиваля. Сегодня Юля у нас в гостях. Доброе утро. Доброе утро. С Новым годом. Вас также. Это не первый фестиваль, в котором участвует ваша картина. В каких фестивалях она уже принимала участие? Какие были награды? Как отмечали ее? Да, действительно, мы даже не ожидали, что фильм вызовет такой какой-то ажиотаж, в том числе в Европе, потому что мы полуфиналисты в Бельгии, участвовали в Берлине, в Калькутте. Вот буквально недавно мы получили 2 награды, как лучший фильм о религии и специальную награду от кинокритиков. И вот буквально завтра, на днях будет фестиваль, где вот мы тоже в шорт-листе. Ну, пока не знаю, возможно, что-нибудь дополучим там тоже. Давайте вкратце расскажем, о чем эта картина. Картина – это социальная такая подростковая драма. То есть главная тема – это религия, мы так поняли, да? Это одна из тем, это одно из обстоятельств, на самом деле. Там основной сюжет про школьную травлю и, скажем так, причина этой школьной травли заключается в том, что одна из учениц, новая одноклассница, она носит хиджаб. То есть белая ворона, скажем так, она оказалась... Да. Это одна из причин, потому что на самом деле очень много исследователей, в том числе и детской психологии, школьная, она так и называется, школьная травля, да, там буллинг называемый, но это может быть в любом коллективе, просто это такое... коллективно-бессознательное какое-то чувство, которое, в принципе, еще пока не объяснимо полностью. Да, когда выбирается один кто-то, не по разным совершенно причинам, и начинается травля. Такое бывает, социальная драма, кстати, полезно посмотреть. Актеры, профессиональные, непрофессиональные, молодые, взрослые, как с ними выстраивалась работа? Там очень много профессиональных актеров наших театральных. Это из Тинчуринского театра имени Тинчурина, из ТЮЗа имени Кореева, татарский ТЮЗ, русский ТЮЗ. То есть довольно-таки очень много профессиональных актеров. Но основной состав, потому что это школьники, это... Среди них были студенты Института культуры, мои студенты, которым я преподаю, студенты театрального училища и ребята, которых мы нашли на кастинге. То есть это было такое прям... Непрофессионалы. Я не знаю, как можно назвать 15-летнего ребенка, даже если он учится еще пока там профессионал, не профессионал, поэтому... А вот как с ними работалось? Ведь все-таки это же драма, и нужно было создать вот эту вот атмосферу травли, ненависти, да? То есть это же нужно как-то передать актерам, чтобы они в кадре это реализовали. Случаев было много разных забавных. Мы репетировали месяца 2, наверное, до этого. Мы репетировали с классом, основной состав ребят, подростков. А сама главная героиня Хадижа действительно зашла первый раз в класс на съемочной площадке. Да, я даже слышала, что вы ее держали, по-моему, где-то отдельно от класса, чтобы вот это нет, я уж ее не держала. В смысле, чтобы она чтобы выглядела более реалистично. Первое знакомство, скажем так. Да, действительно было прям на съемочной площадке, то есть ее никто до этого не видел, а ребята до этого уже были знакомы 2 месяца, и они там довольно-таки уже близко так познакомились, там раздружились, уже компании какие-то у них появились. Вот такой режиссерский ход бывает. Жесткий порой. Отличная идея. Поэтому надеемся, что сегодня у вас еще одна награда появится в вашем послужном списке. Да, я надеюсь тоже. Это все фильм «Халима». Мы обращаемся к зрителям. Изучите. Интересная картина. Полезная, сложная. Но мы знаем, что у вас есть еще какие-то работы, которые реализуются в 2019 году. Новый год, про них. новые планы. Какие? Да, это действительно так. Сейчас мы работаем над проектом... Это альманах, будет несколько киноновелл, это короткометражное кино, посвященное к столетию ТССР, это 20-30-е годы нашей республики. И есть еще один проект, который давно уже так и запустился, но пока сложно найти финансирование, потому что довольно-таки такое сложное техническое воплощение, поэтому финансово затратное, но пока как-то ждем, ищем. То есть это тоже художественный фильм? Да, это тоже художественный фильм.
Ну, а что касается вот, ну, 20 января у нас начинаются съемки, это, ну, тоже мы столкнулись с очень большими трудностями, потому что Казань все-таки, как выясняется, еще пока не готова к крупным кинопроектам, которые именно все-таки наши, татарстанские. Понятно, московское финансирование, московские вагоны с костюмами и так далее и тому подобное, когда приезжать там снимать, да, там сериалы какие-то, используя наши ресурсы. У нас, к сожалению, элементарно нету павильона, где можно построить декорации и снимать. Поэтому приходится вот как-то выкручиваться так своими силами. Какой проект? Что за фильм? Что за история? Расскажите. Моя история, она, скажем так, связана с сферой искусства. Это идеологическая борьба между левыми и правыми. Это зарождение авангарда. Это период начала 20 века. Да. То есть это, скажем так, вопрос классиков и современного искусства. Там затрагивается музыка, художники, театр. То есть, ну, вопрос творческой сферы, среды. Но мы вам желаем вдвойне, чтобы этот проект реализовался. Ну, во-первых, потому что это будет ваша творческая победа. А во-вторых, потому что год театра, мы вас тоже с этим еще раз поздравляем. Спасибо. И надеемся, чтобы, в частности, и эта творческая история нашла свое проявление в реальной жизни. Спасибо большое. Спасибо. С Новым годом. И Вас также. всего хорошего.